Есть категория водителей, которые не представляют свою жизнь без сотен лошадей под капотом, запаха жженной резины, секунд, когда кровь вскипает и газ до упора. Все это поклонники драг-рейсинга. 1300 лошадиных сил. Сложно представить такую мощь у отечественного автомобиля ВАЗ-2107. Но этот железный монстр побил рекорд СНГ в классе кузовных машин. За 8,6 секунды был преодолен трек в 400 метров, а на финише скорость составила 270 км в час. Это был триумф ингушской команды Ing Motorsport. Посмотрим одиночный заезд Джабраила и его очень быстрой семерки, я вам хочу сказать. С приводом на заднюю ось этот автомобиль. Из 9 хотели проехать в команде Джабраила. Так, команда побила собственный рекорд позапрошлого года. Еще в 17-м их время было 9,1, а под капотом автомобиля на 500 лошадей меньше. Этот заезд Ing Motorsport вызвал восторг у миллионов поклонников драг-рейсинга. А популярный блогер Гурам Инцкервели выразил свое восхищение создателю скоростного болида, встав на колени. А начиналось все в этом небольшом гараже, когда несколько любителей автоспорта решили популяризировать в регионе драг-заезды и показать миру свой потенциал в инженерии. Поставив цель, они добились колоссальных достижений. Лет 10 как бы мы этим занимаемся, поэтому все начиналось с уличных гонок. Потом уже более-менее начали переходить на профессиональный уровень, то есть ездить в разные регионы. То есть это был, допустим, СКФО соревнования были. Потом уже начали чуть дальше ездить. Вот в прошлом году мы ездили в Луганскую Народную Республику, там тоже выступали. Вот. Ну, как бы начинали с малого, скажем так. Просто двигало желание и то, что когда тебе нравится то, чем ты занимаешься, уже это тебя стимулирует. Этого представителя отечественного автопрома нельзя назвать просто автомобилем. От обычного ВАЗа остался только кузов. Чтобы выжать максимальную скорость из обычной семерки, команда гонщиков заменила мотор среднего четырехцилиндрового мотора на рядную шестерку. Стоковая мощность, у которой 280 лошадей и 2,5 литра. Мы его, скажем так, полностью переделали. Сделали объем чуть больше 3 литров. Вот. Даже наглядно видно, что турбина уже как бы стоит нестандартная, скажем так, не стоковая. Это 45-й Гаррет. Также перепрошили все блоки управления двигателя. Что еще? Поставили спортивные валы. Вот наглядно видно, вот они, 2 распредвала. Также изменили впускной коллектор, поставили интеркулер, чтобы это все охлаждалось. Вот. Также двигатель полностью на ковке, то есть для непонимающих это, допустим, кованые поршня, кованые шатуны, которые могут держать до 2000 лошадей. Цифры за гранью реальности. Если сравнить мощность этой машины с представителем авиации, то японский самолет Накадзима Ки-27 имеет силу в 710 лошадей. Это почти в 2 раза меньше драг-монстра. И мнение, что на этом автомобиле можно летать, становится неоспоримым. Но покорение неба не входит в задачи команды. Пришлось изменить аэродинамику машины, добавить металлическую конструкцию возле крыльев, которая под давлением попутного ветра сжимает авто к полотну. Соответствует оно мировым регламентам безопасности. Кузов, он, то есть, можно сказать, весь из пластика, и, соответственно, теряется вся жесткость кузова. Кузов становится мягкий, и, то есть, это очень опасно. Поэтому там установлен каркас безопасности. Каркас безопасности тоже должен соответствовать всем регламентам. То есть, есть такая организация, скажем так, РАФ, Российская автомобильная федерация. То есть, там есть уже как бы свои правила. И все должно соответствовать этим. Хаваш Галаев говорит, что влюбился в эту машину. Сам он является запасным пилотом и знает, каково это лететь, когда спидометр зашкаливает за 300 километров. Это все происходит настолько быстро, ты просто не успеваешь как бы соображать даже. Вот как бы все происходит на автомате. То есть как бы ты уже привык, как это все делать, и уже в этот момент это все происходит само собой. Ощущения очень даже непередаваемые, скажем так. У нас был еще один автомобиль 700 сил. Когда я первый раз на нем проехался, скажем так, у меня в глазах помутнело.
И целый день я себя очень плохо чувствовал. Над этим проектом ребята работают уже 6 лет. 2 года они собирали машину, в которую вложили около 2,5 миллионов рублей. И 4 года ее дорабатывают, увеличивая мощность. Куда еще больше. Но с каждым годом конкуренция в этом спорте растет, и борьба за титул самых быстрых в СНГ становится все тяжелее. Этот проект мы не собираемся его останавливать или еще что-то, так как это уже довольно-таки известный проект. Хотим начать еще новый один проект. То есть это будет уже не кузовной автомобиль, это будет уже рамная конструкция. Это как бы другой класс, другая мощность и другой уровень. То есть хотим тоже выставить еще один автомобиль на чемпионат России. Вот. Подготовка автомобиля к гонке – это целая наука со своими терминами и правилами. Требует это занятие немалых вложений. По словам Хаважа, на доработку автомобиля требуется не меньше 1 000 000 рублей. То есть сумма, превышающая стоимость машины как минимум в 2-3, а бывает и в 10 раз. И не имея финансовой поддержки, трудно реализовать свои шедевры. Мы хотим выступать уже как бы в своем классе. Вот, пока мы в этом классе лидируем, в классе кузовных автомобилей более 1000 сил. Вот. Но мы остро, скажем так, нуждаемся в спонсорской поддержке, так как мы представляем республику, это официальный спорт, это уже как бы идет зачет республики, поэтому есть небольшие у нас проблемы вот именно со спонсорством. Имея достаточные средства, делится Хаваж, они давно побили бы рекорды не только СНГ, но и мира, где королями трасс являются инженеры американских компаний. Сейчас Ing Motorsport ждет чемпионат России, который пройдет в Грозном 31 августа. Зелимхан Калоев, Адам Гулоев, Магомед Белакиев. Новости 24.